Русский писатель, певец Абхазии. Так называл себя сам Фазиль Искандер. Перс по происхождению, абхаз по духу, писатель своим инструментом избрал великий русский язык. Именно через него он донес до всего мира голос своей маленькой родины Апсна. Книги Фазиля Искандера переведены на многие языки мира. Его афоризмы бессмертны, а многие персонажи произведений давно уже стали киногероями. Вечер к 90-летию писателя открыл детский танцевальный ансамбль «Амцебыз». Затем все собрались в зале Государственного музея Пушкина. В мероприятии приняли участие посол Абхазии в России Игорь Ахба, министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия, представители Министерства культуры России, семья Искандера, представители диаспоры и почитатели таланта Фазиля Абдуловича. Честь вести юбилейный вечер выпала народному артисту России Вениамину Смехову и известной телеведущей Ольге Беловой. Вениамин Смехов представил публике новый сборник поэзии «Звездный камень». Читал стихи Искандера. Приветственное письмо от имени президента Республики Абхазия в адрес семьи писателя и всех присутствующих зачитал посол Абхазии в России Игорь Ахба. Гениальные произведения писателя продолжают по-прежнему волновать поклонников его незаурядного творческого дарования, широкую читательскую аудиторию. Мы по праву гордимся тем, что книги Фазиля Искандера, переведенные на многие языки мира, стали своеобразной визитной карточкой Абхазии. В них нашли яркое самобытное художественное воплощение психологии и ментальности абхазов, их мировоззрение, юмор и философию. Роман Сандро из Чегема, повести «Созвездия Козлатура», «Широколобы», притча «Кролики и удавы», рассказы, лирика, публицистика Искандера стали частью мировой художественной сокровищницы. Убежден, что празднование 90-летия Фазиля Искандера станет знаменательным событием в общественной и культурной жизни Абхазии, России и других государств. Приветственный адрес был зачитан также от имени министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского. Выступившие на вечере представители исполнительной власти города Москвы отметили роль Фазиля Искандера в развитии русской культуры и сообщили о том, что в российской столице будет создан музей Фазиля Искандера. О планах по увековечению имени писателя на его исторической родине Абхазии рассказала министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия. Не могла пропустить этот день наша прославленная соотечественница, народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава. «Я счастлива, что в моей жизни была история. Фазиль Искандер», — отметила она. Фазиль для меня всегда был глыбой и главным абхазом, поэтому я с удовольствием сегодня хочу снова и вновь поклониться ему и сказать, что я его очень люблю его творчество, и спасибо, что у меня есть такая история, как Фазиль Искандер. Руслан Джопуа – один из тех, кому посчастливилось находиться долгие годы рядом с классиком. Он был свидетелем того, как создавались многие произведения Искандера. Когда он работал, с ним общаться было не сложно, а невозможно. Потому что он настолько погружался в свою реальность, подозреваю, что это была хорошая реальность, да, то он просто обрубал все концы и жил там. Вот. Но мне посчастливилось видеть его в этом состоянии. Надо сказать, что это, конечно, мне было интересно, хотя это такое больное состояние, когда вот эта творческая энергия овладевает человеком, и он уже сидит как на дикой лошади, которая несет его, и он сам пока не знает, куда его вынесет. Полные искрометного юмора, глубоко философские произведения Искандера, конечно же, не могли обойти вниманием кинорежиссеры. Одним из тех, кто взял на себя смелость экранизировать произведения Искандера, был режиссер Юрий Кара. Именно он создал фильмы «Воры в законе» и «Пиры Валтасара». Режиссер раскрыл некоторые детали съемочного процесса, проходившего в Абхазии. Своими воспоминаниями поделился и руководитель московской абхазской диаспоры Беслан Агрба, которому посчастливилось жить по соседству с Фазилем Абдуловичем. А телеведущая Ольга Белова сказала в интервью абхазскому телевидению, что произведения Искандера переносят в теплую Абхазию, насыщенную запахами природы. Вот эти вот несколько часов, которые мы провели сегодня в центре холодной Москвы,
они были не такими холодными, не такими снежными, потому что было ощущение, что мы все перенеслись вот в эти несколько часов в Абхазию. Я несколько раз говорила вот по ходу вечера о том, что когда слушаешь произведения Фазиля Абдуловича, будь то проза или будь то поэзия, вот буквально слышишь, видишь, ощущаешь вот эти вот мгновения того, когда ты находишься в Абхазии, чувствуешь, вдыхаешь этот воздух, чувствуешь запах костра, мамалыги, кукурузы. Это настолько живое творчество, которое, несмотря на то, что вот сегодня с нами уже Фазиля Искандера нету, творчество настолько живое, что он все равно с нами. И вот это, мне кажется, самая большая ценность сегодняшнего вечера. Вечер состоялся во многом благодаря личным усилиям руководителя фонда Искандера Шазини Аграба. Очень сложно отмечать этот день без самого Фазиля Абдуловича. По привычке ищу в зале его одобрительный кивок, призналась она. Первый юбилей без него, конечно, грустно. Мне особенно. Не только Антонине Михайловне и детям. Вы знаете, без вот такого одобрительного кивка или улыбки Фазиля, как будто потерялись смыслы, потерялась энергия, из которой ты вот как бы начинаешь действовать. Но мне кажется, что в итоге вечер сложился. Вечер памяти в Москве стал одним из первых в череде мероприятий, приуроченных к 90-летию со дня рождения Фазиля Искандера.